Британский депутат Алисия Кирнс выразила глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся репрессий и геноцида турок-уйгуров в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Кирнс, которая во вторник председательствовала на заседании Комитета по иностранным делам Великобритании, выслушала душераздирающий опыт Ялкуна Улуйола, борца за права уйгуров в изгнании, в котором подробно описывались зверства, с которым столкнулись его родственники в Китае. Ялкун Улуйол поделился историей о себе и своей семье с Комитетом по международным отношениям, написала Кирн в своем аккаунте в соцсети X. Это душераздирающее понимание реальности, с которым сталкиваются уйгуры, потери, вынужденные разлуки, горя и боли. В Восточном Туркестане происходит геноцид, сказала она. 10 февраля по китайскому календарю является праздником китайской весны. В этой связи китайский режим организовал программу «Ночь искусств» национального фестиваля весны в 4 городах, а именно в Шэньяне, Чжэньше, Сиане, Кашгаре. Китай специально подготовился к этому событию, и китайская пресса в Восточном Туркестане в течение нескольких недель рекламировала вечер искусств и сделала его особой повесткой дня. На вечере искусств некоторые уйгурские артисты, певцы и танцоры, к которым китайцы привыкли, выступили специально, используя китайскую пропаганду. Европейский Союз в ближайшее время объявит о включении 4 китайских компаний в свой новый санкционный список против России. ЕС собирается объявить о новом санкционном решении против иностранных компаний, игнорирующих санкции против России и помогающих россиянам в борьбе Запада и России. В списке 4 китайские компании, сообщает Radio France International. Также Евросоюз готовится ввести санкции в отношении 21 военно-технической компании в Китае, Казахстане, Сербии и других странах, которые помогли российскому вторжению в Украину. Индия будет связана с Европой через Ближний Восток рамочным соглашением, подписанным Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое считается вызовом экономическим целям Китая в регионе. Было подписано соглашение между Индией и ОАЭ о создании экономического коридора Индия, Ближний Восток, Европа, который соединит Индию с Европой через Ближний Восток по суше и морю. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что безопасность Европы зависит не только от континента, но и от других членов НАТО, таких как США, Канада, Турция, Норвегия и Исландия. Столтенберг предупредил, что он не должен пытаться действовать в одиночку в защите Европы после того, как комментарии бывшего президента США Дональда Трампа вызвали новые споры о том, может ли континент продолжать полагаться на защиту США. Команда компании, работающая над переизбранием президента Джо Байдена, открыла аккаунт TikTok, чтобы привлечь молодых избирателей. Хотя администрация Байдена продолжает выражать озабоченность по поводу безопасности того, делится ли популярное приложение для социальных сетей пользовательскими данными с коммунистическим правительством Китая, администрация Байдена ранее дистанцировалась от использования приложения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не поддерживает связь с компанией и не получала предварительного предупреждения о том, что аккаунт TikTok выйдет в эфир.